Я захожу в этот магазин, эта шуба стоит 49 700 долларов. А вы звоните им, потом вы сами плохой. Никто не должен знать, что у вас есть деньги. Что жена тоже не знала. Вот как вы делили детей? Случайно? 5 тысяч, что такое в год? Я сидел, думал, ё-моё, чем я собираюсь заниматься? Запомни. То, что нарисует, это стоит $1 миллион. Никогда не бери кредит, ни в коем случае, если это все не проверено. Ты что, ходишь на тренинг? Ты что, тупой, что ходишь на тренинг? Как будто они умные. Теперь самое важное, возьмите за уши себя. Люди думают, что от того, что много работают, как будто больше результата будет. Это не так. Ты начнешь понимать, как делать одно действие, которое дает миллионы результатов. Мы родным, близким нужны успешным человеком. Следующее. Не берите потребительские кредиты. Знаете, вот это очень-очень важный момент. Ломбарды – это просто ад. Кто понял? Ломбарды, микрокредитные организации, потребительские кредиты. Машины покупают, стиральные машины покупают, телевизор покупают и так далее. Это когда человек потребительский кредит берет, это означает, что он живет, то есть у него расходы больше, чем он зарабатывает. Если ты сейчас не можешь эту вещь купить, значит, ты мало зарабатываешь, правильно? А если ты его берешь еще в кредитах, теперь, если это сам стоит 100 долларов, теперь еще 130 долларов надо платить. Зачем? Зачем еще дороже брать? Поэтому никакие потребительские кредиты. Пожалуйста, откажитесь от всех маленьких соблазнов. Вы лучше сначала денежный поток строите. От прибыли денежный поток, а потом покупайте то, что вы хотите. Это же выгодно. Всегда контролируйте расходы. Смотрите, что я заметил. Знаете, что я заметил? Когда вы хорошо начинаете зарабатывать, вы не заметите, как расходы растут. Знаете, ваш мозг как работает? Я вам скажу. Идите сюда, я покажу вам на вас. Да, идите сюда, да. Мозг человека как работает? Стойте здесь, ладно? Мозг человека работает так. Например, если она зарабатывает 100 тысяч сом, а потом, когда видит, что что-то стоит 2000 сом, у него сразу сравнение происходит подсознание. Я же 100 тысяч заработал, что там 2000 сом, давай. Кто понял? А теперь самое главное, каждый раз, когда какой-то расход она видит, она видит что-то, кто-то говорит, это стоит 10 тысяч сом. Она говорит, ну ладно, давай. Потому что у нее в голове происходит, она же 100 тысяч зарабатывает. Кто понял? Она вот так чуть-чуть, здесь 5 тысяч, там 20 тысяч, здесь 5 тысяч, здесь там 7 тысяч, здесь 4. Уже все успела потратить даже, но у него в голове, я же 100 тысяч зарабатываю. Сейчас он сам. Уловили, да? Каждый раз ваш мозг так работает. Спасибо. Ваш мозг. Даже, а если вы еще больше 5000 долларов зарабатываете, вообще кошмар. Вы начинаете план расхода неосознанно увеличить. Вы начинаете видеть дорогие уже шубы, дорогие квартиры, дорогие машины, дорогой салон начинаете ходить. Кто понял? Какой-то день моя жена с Сингапура, мы идем, она мне говорит, я видела классную шубу. Я говорю, что за шуба? Она с Сингапура. Она меня аккуратненько уговаривает, чтобы мимо этот торговый центр проходили. Она, оказывается, мы там долго были, она ходила, что-то видела, оказывается. Я захожу в этот магазин, эта шуба стоит 49 700 долларов. Такая куртка, такая вот такая курточка. Кто меня понял? Я сказал, знаешь, оставь на место. Она говорит, это же классно. Я говорю, да, очень хорошая. Она говорит, давай купим. Я говорю, да, в следующий раз. Я сказал, лучше на это я тебе куплю квартиру. Я сказал, лучше на это еще добавлю 2 суммы такой шубы, еще одну бизнес поставлю. Так же? Кто меня понял? Глупо не тратьте свои деньги, пожалуйста. Когда вы хорошо зарабатываете, вам охота все глупо тратить. Ладно? Вы меня поняли, да? Пожалуйста. Значит, такие большие деньги не надо тратить на тех вещей, которые не принесут вам деньги. Лучше такие большие, больше 3000 долларов или 5000 долларов. Лучше потратьте на того, что принесет деньги. Не потратьте на того, что не принесет деньги. Я могу объяснить? Очень хорошо. Дальше. Учет, контроль. Основа богатства. Пожалуйста, читайте деньги. Много людей не читают деньги, поэтому они банкрот. Поэтому у них не получается. Вот у кого есть бизнес, станьте, пожалуйста. Честно, любой бизнес у кого есть, станьте, пожалуйста. Это хорошо. Сейчас хороший совет дам. Станьте, пожалуйста. Поднимите руки, пожалуйста. У кого из вас есть точный учет, контроль? У кого есть реально копейка по копейке точный учет, контроль есть?
точные, что вы конкретно знаете, какой прибыль у вас. Держите руку. Видите, 1-2 человека держит руку, 3. Вы теперь поняли? А все остальные делают, не делают, нет, делают, но у них приблизительный. Она не точный, примерный. А теперь, как вы думаете, если в банк пойдете, у него точный учет контроль или примерный? Кто теперь понял? А вы знаете, почему у вас не точнее? Я вам скажу секрет в чем. Потому что вы иногда позволите себе говорить, ну ладно, что там потом запишу, ладно, там пополню зелье. Тебе сколько надо? Из кассы кому-то давали, пошел там что-то делать. Сами кассу откроете, деньги заберете, уходите. Поняли меня, да? А теперь скажите мне, пожалуйста, если банк пойдете, банк, если вы $10 снимаете с своего счета, $10, банк это все процедуру оформления делает, или вам говорят, на $10, ладно? Вопрос. Или все-таки он полностью документооборот делает, как будто вы $1 миллион снимаете? Кто понял? В банке ход $1 снимай, ход положи. Ход $1 миллион, одинаковая процедура. Документооборот будут одинаково. Вот это основа успеха бизнеса. Неважно, ты $100 продавал, или одну юбочку продавал, или одну чего-то, ты должен это вести. Откуда я это узнал? Я же работаю сейчас с многими компаниями, очень много компаний консультирую. Много, оказывается, у нас азиатский менталитет, психология такой. Брат попросил, отдал. Жена зашла, забрала, ушла. Я тоже был такой. Я мог заходить в магазин, если у меня чуть-чуть костюм мять или рубашка, одевал и уходил. Оказывается, за мной жена тоже повторила. Потом мой администрация научился это делать. Понимаете, да? Поэтому бизнес банкротится очень быстро, если нет учет контроль. Правую руку поднимем, повторим за мной. Нищета от слова не считать. Спасибо, присаживайтесь.